Кто покушается на деньги трудовых мигрантов? Подписывайтесь на обновление, будете в курсе всего самого важного. Российский политик Сергей Миронов предлагает повысить зарплаты трудовым мигрантам, но при этом обложить их налогом на денежные переводы. Тут стоит объяснить, почему первое и второе предложение – это явная глупость. Глава партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов, известный своими резкими высказываниями в отношении трудовых мигрантов, не так давно сделал неожиданное предложение – повысить им оплату труда до уровня россиян. Предлагается на законодательном уровне обязать работодателей устанавливать уровень заработной платы для трудовых мигрантов не ниже той, которую получают граждане России на аналогичных должностях в соответствующем субъекте Российской Федерации, говорится в обращении Миронова к премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину. В случае нарушения данной нормы Миронов предлагает штрафовать работодателей. Возможно, кто-то подумал об удивительном перевоплощении Миронова, ведь еще пару месяцев назад этот человек после заявления главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина о росте числа уголовных дел с участием мигрантов в 2022 году требовал радикальных мер со стороны государства. Но эти меры по всей форме покажутся добрыми, если вспомнить его предыдущее высказывание в отношении мигрантов. К примеру, весной 2021 года он призвал правоохранительные органы брать за шкирку и выбрасывать мигрантов за границу. Нашим людям негде работать, и именно мигранты способствуют этому в большей степени, писал тогда Миронов в своем твиттере. И последнее предложение главы партии «Справедливая Россия за правду» никак не связано с изменением его отношения к мигрантам. Наоборот, оно нацелено на то, чтобы работодатели отказались от использования труда последних. Этому свидетельствует пост Миронова, опубликованный в его телеграм-канале в конце января этого года. Позиция нашей страны определенно ясна. Ввести визовый режим для граждан СНГ и мораторий на предоставление гражданства Российской Федерации Таджикистану. Но, очевидно, к административным мерам нужно добавить и экономические рычаги, написал тогда он. Миронов предложил ввести дополнительный налог работодателям на использование иностранной рабочей силы. Это заставит работодателя лишний раз подумать, нужны ли ему мигранты и в каком количестве, заключил политик. Впрочем, то, что его отношение к мигрантам остается неизменным, подтверждает также второй частью его недавнего обращения к Мишустину. Он предлагает ввести государственную комиссию в размере 1% на денежные переводы мигрантов. Переводя денежные средства в другие страны, трудовые мигранты способствуют ослаблению экономического потенциала России, прокомментировал свое предложение Миронов. Несостоятельность предложения Миронова, юриста и экономиста, кстати, по образованию, о повышении зарплат трудовым мигрантам до уровня россиян заключается в том, что государство при этой экономической модели, которая существует в Российской Федерации, никак не может навязывать частным работодателям назначение тех или иных зарплат, а мигранты в основном трудоустраиваются именно у участников. Существует минимальный размер зарплаты, ниже которой работодатель не имеет права платить. В Российской Федерации данная нижняя черта называется минимальный размер оплаты труда, размер который на данный момент составляет около 17 тысяч рублей. Понятно, что на оплату труда ниже этой отметки мигранты сами не будут соглашаться, так как этих денег не хватит даже на первоочередные нужды, не говоря уже об отправке денег домой. Предложение о введении госкомиссии на переводы мигрантов является еще более нелепым. Дело в том, что трудовые мигранты при получении зарплат, как и россияне, оплачивают налоги. Непонятно, как можно взимать дополнительные сборы с доходов, которые уже облагались налогами. Более того, финансовый посредник, платежная система, взимает с денежных переводов комиссию, часть которой получает бюджет Российской Федерации в качестве налога на доход. Утверждение Сергея Миронова об ослаблении экономического потенциала России денежными переводами не выдерживает никакой критики, ведь деньги мигранты получают именно за то, что вносят реальный вклад в российскую экономику. Налогообложение денежных переводов мигрантов предлагалось и экс-главой ЛДПР Владимиром Жириновским еще в 2013 году, но данное предложение осталось всего лишь предложением. Российские эксперты тогда говорили, что инициатива лидера ЛДПР носит сугубо пиаро-демагогический характер, адресован к специфической целевой аудитории и электорату этой партии, переключает внимание с реальных проблем утечки ресурсов и денег на второстепенное. Также было еще много каких-то нелепых предложений, которые остались в истории. Многие в Таджикистане не придают должного значения денежным переводам, отмечая только то, что мигранты поддерживают свои семьи. Однако специалисты международных финансовых институтов относят экономику Таджикистана к наиболее зависимым от денежных переводов экономик мира. В первую очередь отмечается тот факт, что мигранты отправляют на родину иностранную валюту – рубль, доллар, евро, за счет которой покрывается огромный дефицит внешнеторгового баланса. Дело в том, что
что экспортный потенциал Таджикистана в 3 раза ниже потребностей страны в импорте. Иными словами, валютой, вырученной за счет экспорта продукции, покрывается только третья часть необходимых республике импортных товаров. Оставшиеся 2/3 нужной валюты для приобретения за рубежом товаров обеспечиваются за счет присылаемых мигрантами денег. Других заметных источников притока валюты просто не существует, а на наши деньги за рубежом никто ничего не даст. Кроме того, аналитики международных финансовых институтов отмечают большое значение переводов для потребительского сектора Таджикистана. Семьи мигрантов используют полученные от своих кормильцев средства для покупки товаров, продукции, а также оплаты услуг. Более того, денежные переводы обеспечивают определенную часть налоговых поступлений в бюджет страны. Эти перечисления образуют, как уже было сказано, определенный объем доходов пунктов денежных переводов. Существенное сокращение притока денежных переводов приведет к снижению оборота потребительского рынка и налоговых поступлений в бюджет, а около 70% доходов госбюджета Таджикистана составляют именно налоги. Следовательно, ограничиваются возможности по бюджетным расходам, что может привести к урезанию финансирования тех или иных отраслей и секторов, а за этим последует опять же сокращение оборота денег со всеми вытекающими. И это может продолжаться без конца цепной реакции, затрагивая все направления жизнедеятельности страны, пока не восстановится приток переводов. А как вы относитесь к таким настроениям и к тому, что предлагают в России? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.